В эфире информационный выпуск Амшейхушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. ЦК Абхазии утвердил календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента республики. Состоялся брифинг исполняющего обязанности премьер-министра Валерия Бганба. О возможностях новой студии Абхазского радио. Государственная целевая программа развития сельского хозяйства в деле. ЦК Абхазии утвердил календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента республики, назначенных на 15 февраля следующего года. Регистрация инициативных групп и политических партий, выдвижение кандидатов в президенты Абхазии пройдут с 17 декабря по 6 января. Начало регистрации инициативных групп и выдвижения начнется с 17 декабря и завершится 6 января. Сама регистрация кандидатов завершится 16 января, за месяц до дня голосования. Центральная избирательная комиссия будет работать без выходных и праздничных дней, поэтому с 9 до 6 я думаю, что мы будем принимать всех желающих, которые будут требованиям закона соответствовать и сдавать документы. За 30 дней до дня голосования мы завершаем процесс регистрации самих кандидатов в президенты. С того момента, как они будут подавать документы на регистрацию, у нас на проверку будет 10 дней. Чтобы весь перечень документов проверить, те же подписные листы, это не менее 2000 и не более 2500 подписных листов с подписями наших избирателей за того или иного кандидата. Вот. Соответственно, закон требует, чтобы кандидату было не менее 35 лет и не старше 65. Владеющим государственным абхазским языком у нас будет отобрана лингвистическая комиссия, по которой кандидаты будут сдавать экзамен на владение государственным языком. На вице-президентов таких требований в законе нет. И Центральная избирательная комиссия свои требования выставлять не может, не вправе. Мы обязаны придерживаться того закона, который принял парламент. Последние президентские выборы проводились в Абхазии в 2020 году. Те правила, которые были прописаны в законе, они остаются неизменными. Правительство приняло решение приостановить платежи, чтобы обеспечить переток электроэнергии и выплатить зарплату работникам бюджетной сферы. Исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба рассказал о ситуации в энергетической сфере. Ситуация такая. Для того, чтобы выплатить заработную плату, нам надо чуть больше 2 миллиардов рублей. Для того, чтобы обеспечить энергией республику, нам надо за этот период, я имею в виду до Нового года, каждые сутки 15 миллионов рублей. Это получается где-то на уровне 400-500 миллионов рублей. Что мы в первую очередь сделали? Сразу после того, как я начал работать, встретился и с Джансухом, курирующим энергетику, с Делба, министром финансов. После этого мы собирались у исполняющего обязанности президента. Решения такие, что мы практически приостанавливаем все платежи другие, имеется в виду хозрасходы и так далее. Какие-то программы целевые, хотя понятно, что они тоже нужны для того, чтобы обеспечить два главных вопроса. Это переток и заработную плату. Кроме того, конечно, у бюджета есть и другие, к сожалению, долги. Это по УКСу 1 050 000, по Минздраву, что самое, к сожалению, нехорошее, это 55 миллионов только по медикаментам и 22 миллиона по больницам Российской Федерации, куда мы посылаем своих людей. Но это тоже, конечно, очень нехорошие цифры, потому что, к сожалению, люди болеют. И медикаменты нужны, и нужны ездить тоже, кого-то надо посылать на лечение. И вся задача наша сейчас, принять эти
все меры для того, чтобы мы могли выйти на тот уровень, чтобы могли обеспечить энергией нашу республику и могли выплатить заработную плату. Полностью интервью Валерия Бганба смотрите сразу после новостей. Проблема энергетики в нашей стране носит системный характер. Ветхость оборудования, бесперебойное пользование электроприборами и низкий уровень платежной дисциплины не способствуют решению проблемы. На сегодняшний день Абхазия переживает энергетический кризис из-за острого дефицита электроэнергии. РУП «Черноморэнерго» призывает жителей Абхазии сократить потребление электроэнергии. Тему продолжит Ульяна Рожкова. На сегодняшний день Абхазия переживает энергетический кризис из-за острого дефицита электроэнергии. Причин этому много. Среди главных – недостаток генерации электроэнергии с НГУРГС, низкая собираемость оплаты за электричество и ветхость оборудования. В связи с этим государство вынуждено импортировать электроэнергию из Российской Федерации, что обходится в немалую сумму. По словам начальника управления энергосбыта Саида Блабба, все средства, вырученные от оплаты за электроэнергию, пошли на покрытие перетока. Государство также выделяет значительные средства на поддержку энергетического сектора. Обращаюсь к населению с просьбой оказать содействие в плане снижения потребления электроэнергии, не использовать ненужные на тот момент приборы бытовые, потребляющие электроэнергию, смотреть за дисциплиной потребления электроэнергии, максимально оказать содействие в оплате, опять же, за потребленную электроэнергию. И, наверное, нас слышат и майнеры, так называемые. Надеюсь на их добросовестность и содействие в плане обеспечения своих устройств. Энергетический кризис в этом месяце достиг критической точки. В целом оплата населением за электроэнергию составляет всего 20%. Такая динамика наблюдается и за юридическими лицами. Резкое падение собираемости в этом месяце негативно влияет на экономическую ситуацию и возможности обслуживания энергосистемы, в том числе оплаты перетока из России, сумма которого составляет 700 миллионов рублей в месяц. В случае отмены продления перетока Абхазия рискует остаться без электроэнергии вовсе. В связи с этим Черноморэнерго призывает граждан быть экономнее с электричеством. Это единственный способ минимизировать последствия кризиса и обеспечить стабильную подачу электричества. Также активно проходит работа по установлению приборов учета, поделился Саид Блабба. Этот процесс не останавливается, процесс идет по установке приборов учета. Сейчас активность снижена в связи с тем, что участки, подготовленные под монтаж приборов учета, уже исчерпаны. Сперва необходимо, проводим одновременно мероприятия по восстановлению электросетевого комплекса, инфраструктуры в целом под установку приборов учета, и после только идет монтаж самого прибора учета. В связи с этим темпы ниже, чем в прошлые годы. Государство прилагает все усилия, чтобы не оставить население без единственного источника тепла в зимние месяцы. Но в этом вопросе содействие и понимание граждан нашей страны играет не последнюю роль. Ульяна Рожкова, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. В Сухуми прошло заседание Координационного совета, посвященное соглашению по инвестициям. Я хочу вам напомнить, что 24 ноября, несколько дней назад, 14 организаций, в том числе и в первую очередь хочу отметить Совет старейшин Республики Абхазия, самая уважаемая организация в нашей стране, Союз интеллигенции и ряд общественных и политических организаций подписали обращение на имя спикера парламента Лаша Нукзаровича Ашуба. Обращение, было направлено на то, чтобы парламент все-таки провел сессию и рассмотрел данное соглашение. Естественно, наша позиция понятна. Это соглашение должно быть не ратифицировано. Мы понимаем, что и у большинства депутатов аналогичное мнение. То есть, если говорить простым языком, история с этим соглашением должна быть закончена. Сегодня политический кризис триггером стал именно как раз таки соглашение, которое никак не могли они понять, что это
не может быть полезным для страны, для нашего народа в целом. Но на фоне всех этих политических событий президент ушел в отставку. Но вопрос-то остался открытым. И мы не можем постоянно его держать как бы в закромах, да, наших. Тем более ни президент перед уходом не отозвал, ни нынешний руководитель его как бы не отзывает, потому нам в любом случае как парламенту придется принимать решение по этому соглашению. В связи с этим вчера было подготовлено письмо обращения к спикеру парламента Лашуну Гзаровичу, где подписало на вчерашний день уже 18 человек, но еще 3 по тем или иным причинам отсутствуют в Абхазии, но мы их мнение знаем. Они сегодня, да? депутатов, да, тех, кто отсутствует. Где-то в пределах, ну, будет это письмо дополнено, может быть, до 21 человека, но нам и 18 хватает для, значит, инициирования неочередной сессии. Для этого, то есть, хватает 12 человек, но у нас даже уже абсолютно, то есть, простое большинство тоже есть. Так что мы сегодня эту бумагу будем официально регистрировать и отправлять спикеру. Чтобы, мы хотели бы, чтобы наши граждане знали, в этом письме датировано 3 декабря, то бишь это получается во вторник. То есть наша просьба, чтобы провели внеочередную сессию. Правда, значит, по время проведения или дня проведения может корректировать сам спикер. Может быть, это или в понедельник, или вторник, но не позднее вторника, наверняка решение будет принято. Но предварительно мы на вторник планируем внеочередную сессию. С этим соглашением надо заканчивать. И заканчивать, как тоже мы знаем, то есть его не принимаем. Мы так уже как бы обговорили. 35 депутатов, ну, одно и то же могут по-разному, да, сказать. Вот для меня было показательно, последнее слово взял Адгур Афетович, но мы все его хорошо знаем, он большой патриот страны, очень мудреный человек, мудрый. Ну, разное, когда мнение появилось, он сказал: друзья, мы что, не знали, куда мы выбираемся, что это парламент, что это народно избранные люди мы здесь. Мы как раз и должны решать судьбу страны. Не надо этого стесняться и бояться. Если мы сюда избраны, мы должны на себя ответственность брать. Раз этот документ остался уже в стенах парламента, мы должны его и закончить. То есть вот это последние его слова были. И не надо бояться брать на себя ответственность. Этот парламент поможет, неважно, кто изберется, да, станет президентом. Во-первых, ему будет легче. Этот груз ответственности мы с него снимаем. Кто бы ни избрался, он должен это понимать, что парламент на себя огромную ответственность взял. То есть завтра на встречах на высшем уровне с Российской Федерацией ему тоже будет легче с чистого листа вести разговор по наболевшим темам или иметь какой-то, значит, груз ответственности, который невозможно осуществить, наверное, есть разница. Зигихзухан хада бре заракна ква аргыла роп янаго избанзарас яра айпу шахатра яха ус янхар ажлар хамч зиги баша ицот азухан убри айпу шахатра яха пхра зухан а депутатша и пушахатны рыбжиртиро. Убрега нахала этах алхуис шарах схнар ханис хасистаху депутат шашрат шажа абре авей пушахатра ушта ацухта пцатупха и нажга брехванагара избанзар ас шта хасадзом абрезцара аквапрглана. Сейчас мы стоим перед тем, чтобы на самом деле этот вопрос закрыть. И есть такое мнение, что неважно, кто бы там ни был во главе государства, вот такого рода вопросы, они не должны быть на повестке в Абхазии.
Поэтому мы сегодня, да, вот с такой инициативой выходили относительно того, чтобы закрыть этот вопрос. Депутаты, ну, как до этого говорил Кан Валерьевич, поддержали. Соответственно, будет, если сессия проведена, будем надеяться на то, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда. Мы очень рассчитываем, что спикер парламента услышит народ, услышит своих коллег, и в начале следующей недели будет назначена дата внеочередной сессии парламента, где будет рассмотрен вопрос данного инвестиционного соглашения. Понятно, наша позиция, она известна. Мы против ратификации этого соглашения. Мы рассчитываем, что депутаты парламента в большинстве своем поддерживают эту позицию. Хочу сказать, что мы выступаем против этого соглашения не потому, что мы антироссийские или анти-какие-то. Мы любим свою родину, мы любим свою Абхазию. И я хочу отметить, что данное соглашение прямо нарушает соглашение, подписанное до этого. Это соглашение от 2008 года, базовое соглашение от 2014 года. И если говорить конкретно про инвестиции, есть соглашение о защите и поощрении инвестиций между Абхазией и Россией от 2009 года. А это соглашение, вот это новый проект соглашения, оно прямо противоречит соглашению 2009 года. То есть речь о чем идет? Что режим для иностранных инвесторов не может быть лучше, чем режим для внутреннего предпринимателя. То соглашение, которое нам предлагали, предполагает наиболее благоприятный режим для определенного крупного капитала извне, где они не будут платить косвенные налоги. Им предоставляется в первоочередном режиме земельные участки, подключение к инфраструктуре и так далее. Таких условий нет у наших предпринимателей. Вот почему мы выступаем против этого соглашения. Абхазское радио завершило масштабную модернизацию своей студии, что стало важным шагом в повышении качества эфира и развития мультимедийных проектов. Теперь радиослушатели смогут не только наслаждаться улучшенным звуком, но и следить за видеоконтентом в социальных сетях. О возможностях новой студии и о планах руководства радио в материале Заура Кварчия. В Новый год в новом качестве. Абхазское радио – одно из старейших медиа республики, которое уже более 90 лет является надежным источником информации для жителей страны. Но технологии не стоят на месте, и абхазское радио идет в ногу со временем. Теперь оно переходит на новый уровень. Завершена масштабная модернизация студии, а само радио осваивает новые медийные форматы. Адгур Гунбат, директор абхазского радио, признается, что его главной целью с начала работы на этой должности в 2020 году было улучшение качества звуковещания, что является первостепенным для разговорного медиа. И теперь в преддверии запуска обновленной и оснащенной современным оборудованием студии Гунба рассказала о уже проделанной работе и о планах на ближайшее будущее. Сегодня, как видите, уже в преддверии запуска новой студии идут работы технические, тесты проводят наши техники. Конечно же, качественно записывать звук, проводить беседы в более большой расширенной студии. Также мы планируем проводить общественные политические дискуссии. Также будем вещать в интернет-пространствах, в интернет-площадках наших социальных сетях, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Обновления затронули не только звук. Абхазское радио теперь можно не только слушать, но и смотреть. Редакция радио планирует и дальше расширять свое присутствие на платформе социальных сетей и улучшать работу с видеоконтентом. Это удалось сделать 2-3 года назад. Мы стримим уже давно, но одной камерой. Это неинтересно. Человек, пользователь хочет видеть динамику в записи, динамику речи. Это позволяет делать новая техника. 3 камерами, ну, конечно же, здесь планируем и рассчитываем на наших звукорежиссеров, выпускающих, потому что без команды здесь ничего не сделаешь. Они профессионалы, знают свою работу. Надеюсь и рассчитываю на них. Также слаженно работают все редактора, корреспонденты. Мы готовимся к открытию новой студии. Для нас это очень важное событие. Конечно же, новое техническое оснащение, новое качество звучания позволит нам работать еще более эффективнее, позволит нам более качественные записи делать в студии и подготавливать их к новостям и для социальных сетей.
Но на этом команда радио не останавливается. Расширяется и тематика передачи и охват аудитории. Благодаря улучшенному оборудованию создаются новые программы, которые будут интересны всем категориям слушателей. На данный момент на радио работает двуязычная служба вещания, а также утренняя, музыкальная и тематическая редакции. Как поделился Адгур Гунба, для решения всех творческих задач, стоящих перед абхазским радио, в будущем году планируется расширение штата сотрудников. Гунба также поблагодарил за всестороннюю поддержку и помощь руководства АГТРК и правительства страны. Однако он обратил внимание на проблему покрытия радиосети в некоторых районах республики и призвал соответствующие структуры принять меры для ее решения. Наши радиослушатели звонят по телефону, жалуются почти каждый день. В Абхазии покрытие радиоволн очень слабое. Это один из таких важных, главных факторов, на которые нужно обратить большое внимание. А если мы хотим, чтобы нас слушали, если мы хотим, чтобы наш голос звучал в каждом селе, то нужно на это обратить внимание соответствующим службам. Я понимаю, что это тоже огромные средства нужно вкладывать. Они занимаются, они все, что возможно, делают. Мы это комитет по массовым коммуникациям. Но все, что мы делаем, хочется, чтобы побольше аудитории услышала. Новая студия, видеоконтент и амбициозные планы. Абхазское радио уверенно смотрит в будущее. Его обновление не просто шаг вперед, а важный вклад в развитие медиапространства республики. Заур Кварча, Константин Парылуа, Абхазское телевидение. Благодаря госпрограмме развития сельского хозяйства сбылась мечта агронома Николая Камма. Он решил заняться садоводством, а именно выращиванием сливы. Подал заявку на участие в государственной целевой программе развития сельского хозяйства. Ему были выделены материалы на ограждение территории, а также 1200 корней сливы. Лаура Капш расскажет детали. Житель села Псо Николай Камма, агроном по профессии, и вся его жизнь связана с сельским хозяйством. До войны он работал в животноводческом комплексе, где выращивали не только скотину, но и занимались кормопроизводством и садоводством. Имея большой опыт работы за плечами, в этой области Николай решил заняться садоводством, а именно выращиванием сливы. Подал заявку на участие в государственной целевой программе развития сельского хозяйства, и ему одобрили. Помогли с ограждением территории, а также выделили саженцы. Я когда с России вернулся обратно, я работал вот там, где у нас сейчас сады, вверху в горах. И там уже все сады были старые. Я перед войной начал там садоводством заниматься. Но так как пошла война и все остальное развалилось, сами понимаете, и все. И вот 10 лет назад был на совещании, я тогда предложил, что село умирает, давайте будем обновлять и делать садоводство. Но так как у меня своими финансами не получилось, и после этого пришлось обратиться туда. И, видимо, посчитали, что это нужно для государства, и дали нам добро на производство. Николай очень долго искал сорт сливы итальянскую венгерку, которую испокон веков выращивали в Абхазии. Однако этот сорт ему найти не удалось, и поэтому на 6 гектарах земли 2 года назад Николай посадил высокоурожайный самоплодный сорт «Президент» с небольшими темными плодами. Отличается поздними сроками созревания и выдающейся устойчивостью к морозам. Посадили мы тогда 1200 корней вверху. Вот из них, вот смотрите, 500 выпада было. Но сейчас мы в прошлом году опять 350 подсадили. И они вот выглядят сейчас вот таким образом. Но до урожая, понятное дело, 5-6 лет. Это уже первый урожай. По словам Николая, планируется, что при достижении полного срока плодоношения сад даст до 20 тонн сливы с гектара. Слива сорта «Президент» требует аккуратного и своевременного ухода. Необходимо правильно обрезать растения, проводить обильный полив. Ухаживаем как, вот, если видите, там окапываешь чуть-чуть, это на 2-й год. На 1-й год лучше не трогать корневую систему вообще. И поливать надо, но извините, с водой чуть-чуть туго. Но сейчас пока лечения не делаю. Хотя клоп бьет его тоже так же, как и остальных. Вот даже вот киви и тот бьет его. В этом году почти все посыпалось. Плоды сливы созревают в августе-сентябре. Растение достигает высоты до 4 метров. Приносить плоды начинает на 5-6 год. Плоды крупные, округлые или слегка овальные. Кожица гладкая, тонкая. Мякоть сочная, сладкая, желтого цвета с небольшой кислинкой. Лаура Капш, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение.
По данным Министерства туризма, статистика посещаемости гостями Абхазии на данный момент примерно такая же, как и в прошлом году. Некоторые из российских гостей только за этот год отдохнули в Абхазии около 15 раз. Продажи путевок открыты и на новогодние каникулы. Имевшие место в середине этого месяца внутриполитические события особо не отразились на спросе отдыха в нашей стране. Репортаж Гугуцы Вардания. Бархатный сезон завершился. На дворе уже конец осени. Несмотря на похолодание, туристы все еще продолжают посещать страну души, чтобы отдохнуть и насладиться живописными видами. А некоторые из них в этом году посетили Абхазию не единожды и уверены, что здесь всегда рады гостям из России. То, что писали, вот как раз, по-моему, все было неправда. Я смотрел центральное телевидение, Первый канал, и знаю то, что здесь происходит. У меня много очень знакомых, друзей в Абхазии. Часто здесь бываете? Ну, в этом году, наверное, уже раз 15-й. Мы уже здесь 3-й раз, нам все очень нравится. А откуда вы? Мы с Краснодарского края. Выпить кофе на знаменитой Брехаловке, а потом отправиться в путешествие по стране души. Для гостей республики своего рода традиция. Рица, Голубое озеро, Новоафонская пещера расписан весь день. А есть места, куда хочется возвращаться снова и снова, ведь абхазы умеют гостеприимно принимать, делятся туристы. Это безумно гостеприимные люди, которые могут накрыть вам такие столы, которых вы, наверное, нигде больше не встретите. Встретили нас очень хорошо, доброжелательно. Столы ломятся, музыка прекрасная. Ехали сюда, в Абхазию, первый раз, были в Сочи. В Абхазии первый раз, очень все понравилось, все душевно, все красиво. Гостеприимство, еда, танцы, все очень гостеприимно и душеприемный. Спасибо вам, спасибо, Абхазия, я тебя люблю! На время внутриполитического кризиса крупные туроператоры приостановили продажу путевок в Абхазию. Однако, по словам представителей Министерства туризма, статистика посещаемости в это время года примерно такая же, как и в прошлом году. По рекомендации Минэкономразвития Российской Федерации были приостановлены продажи на территории Абхазии. То есть турпродукты крупные туроператоры не продавали. Продажи были остановлены до 30 ноября. На сегодняшний день продажи возобновлены. Туроператоры вновь продают путевки в Абхазию. И так как сейчас все-таки не туристический сезон, они выровнялись на тот же уровень, что и был в прошлом году. На сегодняшний день любой турист может посетить Абхазию. Здесь безопасно. Любой гость может приехать в Абхазию. И мы, как всегда, рады всем нашим гостям. Я уже 3-й раз приезжаю. Очень красиво, хорошо. Сейчас поедем в Черниговку. А что больше всего впечатлило вообще? Ну, вообще мне нравится озеро Рица. Здесь очень фантастическая природа. Ну и контрасты. Сколько приехали? На 5 дней. Многие из туристов, которых мы встретили, собираются отдыхать в Абхазии и в Новый год. Продажа путевок на новогодние каникулы уже идет. Гугуца Вардания, Рамо Камки, Абхазское телевидение. Укладку так называемого лежачего полицейского начали в районе поворота село Ац. Этот участок известен своей повышенной аварийностью. Жители неоднократно обращались с просьбой установить на участке дороги искусственную неровность. В начале месяца начальник ГАИ Дамир Авицба провел переговоры с профильными структурами, после чего началась реализация проекта. Будут уложены 2 искусственные неровности и установлены предупреждающие дорожные знаки. В связи с частыми обращениями граждан, пугающей статистикой дорожно-транспортных происшествий, сегодня мы начали установку дорожной неровности в районе поворота на село Ац Гудаутского района. Это является вынужденной мерой, так как на данном участке республиканской трассы имеется затяжной промежуток, позволяющий водителям разгоняться до недопустимых скоростей, что приводит к ужасающим дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом, свидетелями которых мы с вами были не раз. Конечно, искусственная дорожная неровность, так называемый лежачий полицейский, не является панацеей от дорожно-транспортных происшествий. Но, как показывает практика, наличие подобной неровности существенно влияет на снижение числа дорожно-транспортных происшествий. Мы несколько лет добивались установки здесь лежачих полицейских. Сегодня, после длительных консультаций с профильными структурами, мы перешли к практической реализации данной меры. Пользуясь случаем, в очередной раз обращаюсь к гражданам соблюдать правила дорожного движения. Водители, соблюдайте скоростной режим, не пренебрегайте дорожными знаками.
пешеходы внимательно переходите дороги исключительно по специально предназначенным для этого дорожным участкам. Новый выпуск программы «Играем свадьбу» на Первом канале посвящен подготовке и проведению свадебной церемонии в Абхазии. Сария и Амиран живут и работают в городе Гагра. Сария – наша коллега, журналист абхазского телевидения, а ее супруга Амиран занимается национальными танцами Абхазии и народов Кавказа. Посмотрев этот выпуск, вы узнаете все, и даже больше о традиционном кавказском красноречии и об истинном смысле застольных тостов, а также научитесь готовить настоящую мамалыгу. Поймете, почему жених не может присутствовать на собственной свадьбе, а невеста может всю жизнь не разговаривать со свекром. Говорится в анонсе программы. Эфир состоится 30 ноября в 11:05 на Первом канале. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 30 ноября и 1 декабря на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +6, +11. Температура морской воды +16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.